Престижный район Санкт-Петербурга. Васильевский остров. Всего полкилометра до Финского залива. Музей современного искусства Эрарта, памятник Анатолию Собчаку. Но туристам и в голову не придет обратить внимание на этот невзрачный длинный дом, внутри которого кроется самая большая в северной столице, а быть может и во всей России, коммунальная квартира. В детской театральной студии идут последние предпраздничные репетиции. Маленькая Таисия очень старается, но ноты такие непослушные. Похвалялися ежи. Скажи, похвалялися. Похвалялися. Вот два слова в одно слепляются, непонятные. Похвалялися ежи. Еще чуть-чуть, и юная певица будет готова к праздничному выступлению, поэтому Татьяна отправляется домой с легким сердцем. Маршрут прост. 7 минут пешком до Среднего проспекта Васильевского острова, а там 5 остановок на трамвае. Но чем ближе к дому, тем хуже ее настроение. И внезапная задержка приходится очень кстати. Впереди авария. Танин дом находится в престижном районе Санкт-Петербурга. С виду крепкая кирпичная пятиэтажка, но стоит открыть входную дверь и попадаешь в другой мир. Это кухня самой большой питерской коммунальной квартиры. 2 чудовищно грязные плиты, столы и стулья, к которым не хочется даже прикасаться, и 2 раковины. Одна забита мусором, а другая протекает. Замызганный кухонный стол вместо почтового ящика. Адрес один на всех. Улица Детская, дом 17, квартира 2. С получением корреспонденции лучше не тянуть. Если успеешь, то получишь почту. Если нет, то она может исчезнуть. Эта кухня вызывает оторопь. Здесь не то, что готовить, находиться неприятно. Сильно пахнет сыростью, мочой, табаком и еще много чем. Стол для писем завален розовыми долговыми квитанциями. Управляющая компания жаждет расплаты. За декабрь 3493 рубля 23 копейки. Это за какую площадь? Это, сейчас вот я ему скажу, что у меня тут написано. Она у меня меняется. Вот сейчас она изменилась. Стало общее пользование 50 метров. И моя квартира, якобы, жилаемая площадь 41,59. Хотя комната у меня 23 с копейками, почти 24 метра. Общая площадь этой коммуналки почти 1200 квадратных метров. В ней около 80 помещений. Жилые и бытовые комнаты, душевые, туалеты. А в коридоре можно пробежать 100-метровку. Сиди. Нельзя. Сначала кажется, что мы ошиблись и пришли сюда зря. Что нет здесь никакой коммуналки, потому что люди так жить не могут. Тем более в Санкт-Петербурге. Эта квартира как гетто. У них даже подъезды свои, отдельные от всего дома, темные, как сама ночь. Здесь без фонарика не обойтись. Надо включить. Но здесь действительно живут. Правда, совсем не так, как в романтических советских кинокартинах про шумные коммуналки. Тут скорее фильм ужасов. Про старый полуразрушенный дом, где по коридору бродят призраки. Почти за каждой дверью этого унылого коридора своя маленькая Нарния. Комната, которую жильцы, как могут, пытаются обустроить. Заходите. В грязный общий коридор Татьяна старается не выходить и любимого кота не выпускает, потому что там тараканы, клопы и крысы. А здесь у себя она поддерживает порядок, насколько позволяют старые стены, покрытые черной плесенью. Вот она тут под обоями сидит. Это мокрая.
Вот тот угол, видите, он темнее. Это все плесень, оно тоже все мокрое. И я просто заметила по своему состоянию здоровья. Я же вокалистка еще по образованию. Вот. И я просто уже петь не могу. 6 лет назад Татьяна сама купила эту комнату. На деньги, что у нее были, без малого 2 миллиона рублей, ничего другого на Васильевском острове найти было нельзя. А ей так хотелось жить рядом с любимой работой. И коммуналка выглядела не так страшно. Вы когда первый раз сюда вошли, вы же входили по этим чудесным коридорам. Да. Вы, наверное, прошли, посмотрели эту кухню замечательную. Вас это все не смутило тогда? Но меня это не смутило, потому что у меня здесь есть своя плита, да, и я могу тут готовить. Ну, когда у тебя есть определенная сумма, и тебе нужно на эту сумму поселиться в этом месте, то ты выбираешь то, что тебе по карману. Прежние хозяева постарались, чтобы эта комната была автономной от коммуналки, с ее грязью и очередями в туалет и на кухню. Здесь все свое. Плита, раковина, стол для готовки. Вот только спрятаться в своей Нарнии Тане все равно не удается. По звукоизоляции санитарные нормы все нарушены. Вам все слышно? Да, мне все слышно. Что вам слышно? Все. Как человек берет кастрюльку, как она у него падает, как он чихает, как он сморкается, извините. Да? Как он кричит, как у него звонит телефон. В советские времена здесь была детская поликлиника, а потом ее превратили в коммуналку, которая вцепилась в своих обитателей мертвой хваткой. Куда только мы не писали, и что только у нас не было. Вот с чего все началось. С заключения о признании нашей квартиры нежилым, непригодным для проживания помещением. Еще 3 года назад квартиру признали аварийной, и губернатор Санкт-Петербурга подписал распоряжение о ее расселении. Около десятка счастливых семей даже успели получить жилье. А потом в стране появился Крым, и в Петербурге вдруг закончились квартиры. Они писали во все инстанции, от районных до президента. За 3 года накопилась увесистая папка переписки с чиновниками. И вот недавно кто-то из начальников, вероятно, очень смекалистый, распорядился сделать в их квартире капитальный ремонт. Вот здесь вот осторожно, обратите внимание, вот это у нас капремонт прошел. Так выглядит у нас стена душевой после капремонта и пол рядом с душевой. Теперь, раз капремонт сделан, то можно снять аварийность с нашей квартиры, и прекрасно дальше мы здесь будем жить. Губернатор города по коммуналкам, конечно, не ходит и лично не проверяет подрядчиков, а зря. Много интересного пропускает. Это наша душевая. Вот она. Здесь люди принимают душ? Да. И душ принимают, и, как видите, стирают. Вот. Это одна кабина душевая на... Намного. А сколько жилых квартир здесь? Нас было 24, а теперь 10 расселили, осталось 14. Это не то экскурсия, не то квест. Главное все время держать в голове, что здесь все еще живут люди. Вот это наш туалет. Тоже после капремонта. Я смотрю, 2 кабины, да, здесь туалетные. А квартир достаточно много, несколько десятков. И Да. как вы тут вот все? Ну, Вот если надо в туалет, у кого-то живот болит, там еще чего. ну вот, кто успел, тот съел. А кто не успел? А тот сидит дома, ставит себе на ночь ведро и не выходит из квартиры по ночам. Ходит ведро, потом выливает ведро в туалет. На часах 7 вечера, конец рабочего дня, но длинный коридор все так же пуст. Некоторые двери опечатаны и под замком. Это расселенные комнаты. Откуда-то доносится детский смех, который звучит здесь как-то странно. Иногда слышны обрывки теленовостей. Но самый распространенный здесь звук – это тяжелый кашель. У этой коммуналки женское лицо. Мужчин здесь живет мало, и их практически не видно. Они стараются как можно быстрее прошмыгнуть в свои комнаты, откуда вытащить их уже невозможно. Хотели пообщаться, поговорить. Нет? Не хотите? Не хотите рассказать? Нет, да я вообще-то с кем другим. Очень скоро стало понятно, что мы здесь скорее нежеланные гости. Кто-то избегает камеры, потому что живет не совсем легально, а кто-то из-за того, что уже устал надеяться на лучшее. Нет, не хотите? Здесь живут те, кого сюда забросила судьба. Малоимущие, одинокие женщины с детьми, пенсионеры, гастарбайтеры. Те, кому помощи ждать неоткуда. Проходите. Ребята, вы дома?
Пенсионерка Нина Полянская живет в одной комнате с двумя внуками, девочкой 11 лет и мальчиком 13. Их мать, дочка Нины Павловны, скончалась от рака, до последнего сражаясь с городскими властями за расселение этой коммуналки. Хотела, чтобы дети отсюда уехали. Остались без матери, вот мать все ждала, квартиру не дождалась. Все попытки Нины Павловны улучшить жилищные условия сирот так и закончились ничем. Они даже наоборот ухудшились после недавнего капитального ремонта. Сломали, и все. Душа нет, туалета нет. Что хотите, то и делайте. А вы им пользовались, соответственно? А как же, дети же. Вот теперь дети вот в этой ванной, в тапочках, становятся и с тазиком моются. Вот таким образом. Они в тапках забираются сюда, потому что вот и колеса моются, и я не знаю, что тут только не делается, и туалет тут заодно еще мужчины забегают. Все тут. В их комнате воды нет, только маленькая плитка, стол для готовки и холодильник. Это пришло же, это кухня. Ну, вот так. Ну, другого выхода нет. Пока младшая сестра на занятиях, Серафим прячется от окружающей действительности в виртуальном мире. Вот только бабушке это не нравится, и она возвращает внука в суровый быт коммуналки. Сим, пойдем поможем. В какой-то момент Нина Павловна еле слышно произносит страшные слова, что устала от жизни. В этой коммуналке и в стране, где умереть гораздо проще, чем найти справедливость. К кому обращаться? Я просто не знаю. Нету такой. Даже мысли такой нету. Кому еще написать? Земляку вашему, высокопоставленному. Путину. Путин. Да нет. Говорят, что у него другие проблемы, там больше. За себя ей уже не страшно. Единственное, чего она отчаянно боится, что уйдет из жизни, так и не пристроив детей, и что они останутся одни в этой страшной квартире. Но здесь, в самой большой питерской коммуналке, оказывается, есть и те, кого эта жизнь вполне устраивает. Если бы ремонт сделали, остались бы здесь? Да. Да? То есть вас устраивает это место? Гуля живет здесь 12-й год, снимает комнату у родственницы. До работы недалеко, и душ с туалетом рядом. Вот только сосед, бывает, злоупотребляет. Ну, бывает такое иногда, бывает, сидит долго. В туалете. Ну, это без проблем, пускай сколько можно сидит, охраняем, что ли. В свою комнату Гуля нас не пустила, зато очень охотно рассказала о всех своих соседях, кто чем живет и что делает для общего хозяйства. Мы дочь сделала свои деньги, вот это совместитель всех ставили. Я дала деньги, вот эта женщина дала деньги. Здесь ничего не было, нету денег. До кухни руки жильцов этого крыла так и не дошли, хотя, оказывается, там все-таки готовят пищу. Быстро готовим, все вещи туда сразу. Оставлять вообще нельзя, потому что тут домофон нету, бомжи ночуют, все таскать спокойно. Вот это место крутим, вот это место вот так. То есть она рабочая, да, плита? Да, вот это место еще видно, готовим здесь. Ну вот так. Здесь я не одна, много людей готовят, потому что вот так выглядит. Моем, убираем, все равно ночами кто-то ходит, готовит. Но наши расспросы о тайной жизни этой грязной кухни быстро утомляют Гулю, и она спешит попрощаться. Все, я уже уйду. Ладно, хорошо. Я хочу спать, очень уставший уже. Найдите еще кого-нибудь. Хорошо, спасибо. Все, кто мог, вырвался из цепких объятий этой жуткой коммунальной квартиры, потому что жить и даже просто быть в ней не хочется. Да я не могу здесь находиться. Я не могу здесь жить, потому что у меня маме 83 года. У нее Паркинсон. У меня сын взрослый, но тем не менее. Я не хочу, чтобы он здесь находился, потому что здесь невозможно находиться. Надежда сейчас снимает квартиру на окраине Санкт-Петербурга, лишь бы подальше от грязных стен, дырявых полов и многочисленных соседей. Свою комнату она сейчас сдает дворничихе за несколько тысяч в месяц. Она прожила здесь 28 лет. У нее родился, вырос и стал мужчиной сын. Развалилась одна сторона и появилась новая. А тут все по-старому. Вот кабинет, который был еще с поликлиники, вот этот номер. И
И вот этот вот номер с поликлиники. Это бывшая поликлиника. Когда я привела один раз плотника, чтобы мне кое-что там сделал дверь, он узнал, что это, оказывается, моя комната, это бывшая справочная поликлиники детской. Эта легкая, едва заметная улыбка мелькнула на лице Надежды лишь однажды за все время нашего общения. Словно коммуналка разучила ее радоваться, оставив лишь воспоминания об очередях в туалет и вечно грязной кухне. Иногда многие приходят в таком, знаете, заблуждении, что ой, вы можете и помыть, и покрасить. Это одно дело помыть. Ну как я могу эту стену покрасить, если она сыпется? Теперь ей все равно, что будет с этим местом, кто и как здесь будет жить, потому что сама она сюда ни за что не вернется. Такой квартиры не должно быть вообще. Пусть она либо аварийная, либо непригодна для жилья, но ее нельзя оставлять просто. Когда часть жильцов отсюда расселили, исчезли и утренние очереди в туалеты и душевые, в которые раньше нужно было вставать чуть ли не в 5 утра. Но за эти удобства оставшиеся жильцы дорого заплатили, потому что теперь с них берут деньги за общую площадь, а это сотни и сотни квадратных метров. Закон таков, что если в этой гигантской квартире останется единственный жилец, то он один и будет оплачивать коммунальное обслуживание всех этих душевых, туалетов, кухонь и коридоров. Раньше, когда в этой коммуналке жило полсотни семей, в местах общего пользования, МОПах, дежурили по очереди, а теперь их частота зависит только от желания отдельных жильцов. Для меня эта кухня самая такое, которое надо убрать. Роза не будет здесь готовить, пока все не вымоет, хотя ее от этого буквально тошнит. Месяц назад она приехала сюда из ставропольской станицы Советская с тем, чтобы помочь дочери. Она здесь, но она ипотеку взяла двухкомнатную квартиру, а вот внучке вчера годик был, а 1,5 года детей в садик берут. И вот это полгода, пока она в садик пойдет, я должна помочь им. И ради этого я все бросила и приехала сюда. В Ставрополье у Розы большой дом, в котором хватило бы места и детям, и внукам. Но там, на родине, нет работы, а здесь, в Петербурге, есть. Вот и приходится всем вместе жить в развалинах. Вот так мы живем в одной комнате. Это очень тяжело жить в одной комнате. За аренду комнаты в этой коммуналке они платят 8 тысяч рублей в месяц. Дешевле в Петербурге ничего не найдешь. И маленькая Доминика другой жизни просто не знает. Бабушка Роза расплакалась, когда приехала сюда и увидела, как живут ее дети и внуки. Но слезы высохли, и она взялась за наведение порядка. Если бы вы знали, что здесь было, это мать моя честная, это тоже я вычистила. Да, вы чистили, полы, мыли да. все? Вот это вот полы, вот это все, это вообще ужас один, что было. Тут куча бутылки, куча сигарет, и вот там куча мусора. Тут это все, вот это как сыпется, все здесь, это вообще ужас было. И вот это все тоже я убрала. Вам кто-нибудь спасибо сказал? Нет. Через полгода, как только младшую внучку примут в детский сад, Роза уедет домой, чтобы не мыть больше в одиночку общие кухни, которыми все пользуются, но никто не убирает. У психологов на этот случай есть даже специальный термин – коммунальное сознание, который часто употребляют по отношению ко всей нашей стране. Всегда меня поражало, почему люди, выходя из своей комнаты, кидают бумажки в коридоре. Потому что вроде бы это тоже их коридор, они здесь живут. Это отношение, что вот моя комната – это моя комната, а все остальное – это ничье, это чужое. Вот. Поэтому здесь не надо как следует чистить раковину, не надо как следует мыть плиту, потому что это чужая плита. Наталья жила в этой квартире с 93-го года и буквально сбежала отсюда, как только представилась возможность. Она не открывала эту дверь уже много лет и вернулась сюда только ради нас. Ее комната похожа то ли на заброшенный склад, то ли на свалку. На полу валяются вперемешку вещи, мебель и автомобильные колеса. Здесь никто не живет, с тех пор, как из-за неисправности в проводке случился пожар, который чуть было не погубил сына Натальи. У меня сын просто вернулся из армии и решил жить отдельно со своей девушкой. Они сюда приехали, они здесь прожили больше, чем полгода. Потом зимой, в декабре 2011-го, утром они ко мне
приезжают, говорят, мы сгорели. Здесь все осталось так, как было после пожара. Тут никто больше не жил. Из-за услуги ЖКХ Наталья платить перестала. Как, впрочем, и многие живущие в этой квартире. Через коридор, там в соседней комнате, жила девушка, которая получила в прошлом году отдельное жилье. Она не платила с тех пор, как она здесь жила. А это, соответственно, там лет 20. И, в общем, они выехали, никого... Здесь очень многие не платили. Перешагивая через горы бытового мусора, что был когда-то ее вещами, Наталья вдруг находит артефакт из 90-х – душевую лейку. У каждой живущей здесь семьи была своя такая, чтобы можно было принять душ. Да, вот наша леечка, с которой мы ходили. И вот так вот привинчиваем. с этой штукой? Да. Там, где когда-то была душевая, теперь хранятся чьи-то вещи. Так что привинтить старую лейку уже некуда, да и незачем. Коммунальные страхи Натальи – занять, успеть, отвоевать – остались где-то в далеком прошлом. 3 плиты, здесь еще одна была плита. По очереди электрические плиты. Включаешь, ставишь что-нибудь туда, чтобы она была горячая. Типа ты занял конфорку. Приходишь, готовишь. То есть надо было занимать? Можно было занимать. Если что-то вроде как бы там вода какая-то греется, уже не снимут, если тебе срочно надо. Сегодня Наталья снимает отдельную квартиру в Петербурге. Поет, выступает в джаз-клубах и мечтает, чтобы ее сын растил своих детей в нормальном жилье. А эту питерскую достопримечательность, чтобы поскорее расселили. Это позорище культурной столицы, я считаю, просто стыдобище. Когда Наталья собралась уходить, к ней подошла Роза, та самая заботливая бабушка со Ставрополья, и спросила, не сдается ли комната на ближайшие полгода. Кажется, они договорились. Если там, скажем, стеллаж вам пригодится, можете его оставить. Получается, что даже эти страшные стены, пока они стоят в большом городе, всегда будут востребованы, если у людей нет другого выхода из тяжелой жизненной ситуации. Сейчас, подожди. Остынет, сразу тебе дам. Сразу. На лице Татьяны Лобуновой счастливая улыбка. Завтра с утра она со своим детским театром отправляется на гастроли в Швецию. А значит, целую неделю она будет жить как человек, вдали от этого места. И там, за границей, никто ее не поймет, если она попытается объяснить, что же это такое коммунальная квартира. В связи с чем у Татьяны родилась идея необычного стартапа. Может быть, на 2018 год, на чемпионат мира, начать сюда туристов водить за бешеные деньги, чтобы показывать им, что такое коммунальная квартира. Настоящий Санкт-Петербург. Да, в Санкт-Петербурге. Нет, я серьезно, я не смеюсь. Так хоть какие-то деньги, может, соберем, хоть что-то сможем сделать. А чем не бизнес-план? Сюда ведь действительно впору водить экскурсии. И, наверное, на этом можно неплохо заработать. А если городским властям вдруг не понравится это начинание, у них будет повод побыстрее принять правильное решение и расселить, наконец, эту ужасную коммунальную квартиру, что находится в самом центре культурной столицы России. У Рождества очень много традиций. Это семейные ужины, елки с гирляндами, подарки и, конечно, рождественские песни. Старинные рождественские песни всегда были крайне популярны в Европе. В Америке этот обычай тоже прижился. Во время праздничного сезона, а это весь декабрь, они звучат повсюду. В магазинах и на улицах, их распевают дома, в церквях, на школьных концертах и разных рождественских и новогодних мероприятиях. Этой славной традиции несколько сотен лет, поэтому неудивительно, что есть люди, которые хотят внести в нее что-то новое. Одна из них – Бонни Файт. Бонни уже давно занимается организацией детских хоровых концертов. Во время одной из репетиций она пыталась вспомнить слова классической рождественской песни «12 дней Рождества».
Так и родилась идея написать свои собственные песни, которые сначала превратились в книгу с красочными иллюстрациями, а затем и в целый мюзикл. Каждый декабрь у Бонни и ее хора запланирована целая серия рождественских концертов. В этом году один из них прошел у Белого дома, и посвящен он был не только новогодним праздникам, но и Норвегии. В этом году мне захотелось придумать что-нибудь новое на Рождество. Поэтому мы решили перевести несколько песен из моей книги на норвежский. У меня ведь у самой норвежские корни. Затем я собрала группу из талантливых детей, которые эти песни спели. Так мы и придумали наш рождественский мюзикл. На концерт пришли как и обычные зрители, так и гордые родители, которые были рады, что их дети через музыку узнают что-то новое о других странах. Здорово, что дети участвуют в этих концертах. Моя дочь Нина сегодня выступала на сцене. Она начала понемногу понимать норвежский и узнала историю Рождества. Может быть, в будущем они вместе с хором поедут в Норвегию. У семьи Нины тоже норвежские корни. Именно поэтому для нее исполнение песен на этом языке – это очень важный опыт, который помогает ей лучше узнать историю своей семьи. Мне нравятся рождественские песни. У них обычно очень интересные тексты. Хотя я язык не знаю, но сегодня мне все-таки удалось спеть несколько песен на норвежском. Концертом остались довольны все – и зрители, и артисты, и их родители. Свежий оригинальный подход к традиционному, на первый взгляд, рождественскому концерту помог Бонни строить самый настоящий зимний праздник у стен Белого дома. Карина Бафраджан, Михаил Мусурадзе. Специально для настоящего времени Америка. Вашингтон. Оскорбляет ли вас версия о безумии Зои Космодемьянской? Знаете, меня не оскорбляет то, что она сделала для страны, для нас, для всех, а то, что этот психолог, или как его, у него свое мнение, он имеет право на свое мнение, но не надо ее распространять на всю страну. Чего он хочет добиться этим? Доказав, что она была сумасшедшей или еще что-то. Она совершила подвиг? Совершила. Она герой, она патриот. А он кто? Нет, я допускаю. Потому что все эти революционеры, которые заварили эту кашу в 17 году, и потом и во время войны, среди них безумцев было половина, если не больше. Абсолютно допускаю, меня это не оскорбляет. Один Павлик Морозов чего стоит? Не думаю, не вряд ли оскорбляет, потому что все разные люди бывают. Кто-то бешеный, кто-то не бешеный. Как бы это никак не влияет на человека. Если он что-то хорошее делал, то это не важно. Она же герой, а такое отношение к герою-то я не приветствую. Я думаю, что нет, ни в коем случае, потому что каждый второй гениальный человек по-своему безумен. И каждый второй имеет свое право на то, чтобы быть таким, каким он является. Поэтому с точки зрения того человека, который посмел ее оскорбить таким образом, а возможно быть, это его и правда, я думаю, что нет. История создается не колумбистом, а людьми, которые вот вашего возраста, моего возраста, шли на, как говорят, не задумываясь о том, чтобы надо спасать Родину от нашествия врагов. А теперь начали какие-то ковырять, копать, кто-то сумасшедший, реагировать на такие дикие вещи. Я думаю, что даже не стоит. Сколько людей, столько и мнений, я считаю. Сейчас очень много историков трактуют историю по-разному. Если они считают, что сумасшедший, я, в принципе, зачем ворошить прошлое? Я считаю, что если она совершила подвиг, народ это думал и знает, и воспринимает как героиню. Зачем? Я считаю, что это будет как оскорбление. Честно говоря, не оскорбляет. Ну, я не считаю, что она была сумасшедшей. Но меня это не оскорбляет, если он так считает. Ну, если рассуждать о сумасшествии, то, наверное, трудно судить о той эпохе. То, что переживали те люди, и всех тех людей, которые попадали в данную ситуацию, можно в какой-то степени назвать сумасшедшими. Честно говоря,